Совсем скоро настанет новый 2025 год. А это значит, настало самое время для подведения итогов прошедшего года. Итак, чем же нам запомнился этот год? Однозначно, он был насыщен яркими событиями и достижениями. Теперь все по порядку. Производственные показатели завода. В январе уходящего года была введена в эксплуатацию новая печь на установке производства битумов. Ее запуск позволил укрепить ведущие позиции ПНХЗ на рынке производителей высококачественного битума. Этот проект – первая ласточка в модернизации битумных мощностей. Одним из крупных реализованных проектов можно отметить замену насосно-компрессорного оборудования воздушно-компрессорной станции. На место устаревшей техники пришли новые, современные и, самое главное, надежные насосы, которые позволили станции обеспечить бесперебойную работу. Ну а за весь 2024 год было переработано 5,5 миллионов тонн нефти. Инвестиционные проекты ПНХЗ. На сегодняшний день полностью завершен процесс строительства установки очистки сжиженных углеводородных газов «Меракс», который начался в 2019 году. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Производительность установки – 100 тысяч тонн в год. Развитие персонала и достижения коллег. Регулярное повышение квалификации сотрудников, ответственных за ТБ, а также систематическая работа по улучшению условий труда дают свои результаты. Одним из подтверждений успешной работы в этом направлении стало получение награды «Безопасное производство», которую наш завод получил на расширенном совещании АО «НК Казмунайгаз» среди 45 дочерних компаний. В этом же году для безопасной доставки персонала ПНХЗ к месту работы и к месту проживания было приобретено 18 комфортабельных пассажирских автобусов. Также для организации ритмичной операционной деятельности завода были приобретены новые пикапы и 9 единиц спецтехники. В канун Дня работников нефтегазового комплекса директор Департамента по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования производственных активов ТО ПНХЗ Сергей Шевченко получил награду медаль Ерен Енбегаушен из рук главы государства Касым-Жомарта Токаева. Летний отдых. В этом году традиционно для работников ПНХЗ организовали прекрасный летний отдых в самых живописных уголках Казахстана – национальных парках Баянаул и Бурабай. С начала года по заводским путевкам 700 семей посетили лучшие базы отдыха этих курортных зон. Для детей и работников завода ежегодно организовывают качественный летний досуг и оздоровление в предгорьях Заилийского Алатау. Всего в лагерь съездили 183 школьника. Экология. В этом году на ПНХЗ завершился проект строительства станции фильтрования стоков после первой системы биологической очистки цеха водоснабжения и канализации. Этот шаг значительно повысил экологическую устойчивость завода, способствуя более эффективному использованию водных ресурсов. В рамках реализации третьего этапа проекта озеленения санитарно-защитной зоны предприятия в этом году было высажено 3899 деревьев. Также в течение года сотрудники завода и сервисной компании участвовали в республиканской эко-акции «Таза Казахстан». Благотворительность. Как мы все помним, весенние паводки нанесли значительный ущерб жителям многих регионов страны, в частности, городу Петропавловск. ПНХЗ проявил свою социальную ответственность, выделив гуманитарную помощь для пострадавших. В рамках этой инициативы в зону чрезвычайной ситуации были отправлены 3 грузовые машины, наполненные жизненно важными товарами. В этот период и наш регион нуждался в помощи. Завод предоставил аварийно-спасательной службе специализированную технику для перекачки талых вод из населенных пунктов Успенского и Теренкольского районов, а сотрудники ПНХЗ перечислили однодневный заработок в помощь пострадавшим в национальные и областные фонды. Спорт. 17 февраля 2024 года ознаменовался грандиозным событием в спортивной жизни ТО ПНХЗ – стартом Спартакиады 2024, которая стала знаковым событием года среди структурных подразделений компании.
14 августа 2024 года состоялись финальные игры спартакиады среди работников 20 дочерних компаний АО НК «Казмунайгаз». Церемония закрытия и награждения прошла в Павлодаре, где ПНХЗ был соорганизатором мероприятия. Итогом стараний стали призовые места сразу в нескольких видах спорта. Конечным этапом спортивных состязаний стал суперфинал спартакиады от АО «Самрук-Казна». Сотрудники ПНХЗ ответственно готовились к выступлению и внесли свой вклад в общую победу. Помимо традиционных спартакиад, наши спортсмены принимали участие в других значимых соревнованиях. Наши бегуны поднимали флаг завода с пьедесталов и в масштабном ледовом забеге «Бурабай-Айс-2024», и в организованном АО НК «Казмунайгаз» благотворительном марафоне «Мунайлы-марафон». Завершая год чередой побед, мы с уверенностью шагаем в 2025. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем больших успехов и побед в грядущем году.